очень рад вас видеть. Рад вас видеть. Господи, приветствую вас сердечно, владыка, вас тоже. Господи. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Ну, я начну с главного. Да, у нас завершилась реставрация. Да, мы этот год начали с, я считаю, что для Удмуртии, даже для страны, с важнейшего события. После долгих лет, так сказать, когда Благовещенский собор, в общем, был чем угодно, но только не служил людям, мы его наконец-то восстановили полностью. И символично очень, что первое богослужение произошло в ночь с 6 на 7 января под Рождество. Да, этого года. 19 сентября прошлого года, на День оружейника. Это важно. Я сейчас объясню, почему. Владимир Владимирович был у нас в Ижевске, и я ему показал вот эту презентацию. Сейчас это выглядит. Я буду показывать это вот так. Вот. Замечательно выглядит. Да. Великая история у этого собора. Вот здесь вот вехи Дореволюционные, да? Да, но... А сохранилось дореволюционное здание? Нет. Да? Значит, колокольни не было, барабана, естественно, не было. Здание сохранилось. Да. Чем известен Благовещенский собор, что там крестили великого композитора Петра Чайковского. Но для нас, для жителей Удмуртии, фамилия Чайковских – это не только композитор, это еще и его отец Илья Петрович Чайковский, руководитель Уральско-Камского железоделательного завода, который ныне называется Воткинский завод. И именно по просьбе мастеровых Воткинского завода был построен именно в каменном исполнении собор. Поэтому у нас Воткинский завод, понятно, какое назначение сейчас имеет для нашей страны, вот, и собор Благовещенский, и Чайковский неразрывно связаны. И, конечно, я весь день провел 7 января, я видел, мы праздничные мероприятия устроили, там такие яркие, ярмарку хорошую, я видел глаза заводчан, жителей,